Апокриф. Это странное учение сводилось к следующему. Первое. Бог, сотворивший мир. Личность, но отнюдь не абсолют. Второе. Создав пространство вне себя, он ограничил себя, ибо сам находится вне созданного им пространства. Следовательно, он не вездесущ. Третье. Создав время, явление самостоятельное, он ограничил себя, ибо он не может сделать бывшего небывшим. Следовательно, он не всемогущ. Четвертое. Создав души, населенные свободной волей, он не может предугадать их поступки. Следовательно, он не всеведущ. Пятое. Это так, потому что он добр, ибо если бы он был вездесущ, то он был бы и в зле, и грехе, а этого нет. Шестое. Это так, потому что он милостив, ибо если бы он был всемогущ и не исправил бы зла мира, то это было бы не сострадание, а лицемерие. Седьмое. Это так, потому что если бы он был всеведущ, то он знал бы и злые помыслы людей, которые тем самым не могли бы поступить иначе, дабы не нарушить волю его. Но тогда за все преступления должен отвечать он, а не люди, которые всего лишь исполнители. Восьмое. Бог добр, следовательно, не повинен в зле мира сего, а источник зла — сатана. Но если сатана сотворен Богом, то вина за его дела на Боге, так как этого не может быть, это противоречит первому принципу, то значит сатана не тварь, а порождение небытия и сам небытие. Девятое. Но сатана действует, значит небытие может быть активным, но, конечно, не само по себе, а через влияние на свободную волю людей, через необратимость времени и через разрывы в пространстве. Десятое. Те люди, животные, демоны, которые свободным волеизъявлением принимали закон сатаны, превращались в нежить и теряли высшее благо, смерть и воскресение, ибо тот, кто не живет, не может ни умереть, ни воскреснуть. 11. Смерть сама по себе не зло, ибо за нею идет новая жизнь или полный распад и забвение. Зло и ужас — вечная неудовлетворенность без надежды на конец. Это и есть царство сатаны. 12. Сила зла во лжи. Ложью можно преодолеть ход времени, имеется в виду не космическое, а биолого-психологическое время, как ощущение мыслящего существа, доказав, что прошлое было не таким, каким оно воспринималось, и каким оно сохранилось в памяти. Ложью легко превратить свободную волю в несвободную, подчиненную иллюзиям. Ложь ломает пространство, создавая облики или призраки далеких вблизи, а близких отдаляя от общения. Ложь делает бывшее небывшим, небывшее облекает в призрачное бытие на пагубу всем живым существам. 13. Лучший друг сатаны — огненный демон Яхве, говоривший с Моисеем на горе Синай, наивысший святой сатаны — Иуда, предавший учителя. Тот, кто следует принципу Иуды, свободен от греха, ибо все, что он творит, надо звать благом. Эти люди по ту сторону добра и зла. Им позволено все, кроме правдивости и милосердия. 14. Христос единый отверг зло, сказав: «Отыди от меня, сатана». Только силою пречестного креста спасена земля от уничтожения злом, может быть, психической аннигиляции, и ныне готовится к встрече Параклета, утешителя, который преодолевает пространство, время и злобность душ людских. Он вечно приходит и вечно с нами, и все же мы чаем его повседневно. Это тайна, не открытая скудному разуму людей. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Сергей Кирсанов.